Привет! Сегодня вечер в штабе «Татар» посвящен татарским традициям. Расскажи, какие традиции ты знаешь и какие традиции были в твоей деревне, у твоих родственников. Исәнмесез, минем исемем Марат. Мин инде татарча сөйләшәмен. По-русски не белмәс. Мин үзем Ульяновск өлкәсеннән булам. То есть инде традиция дигәч, менә төрле халыкта төрле традиция. Менә бездә Ульяновск өлкәсендә үз традицияләре бар. Менә кыз урлау дигән бар туйларда. Менә кызларны урлый булганнар. Урлый булган безне дигәнчә. Вот, менә как по-русски выкуп невесты как раз. Пензенский ятларында. Менә аларда бершәк төрлечәрәк. Анда могут кызларны булай орларга и без свадьбы. Да, но не всех. Если пензенские мне посмотрят, то есть это они знают, про что я говорю. Вот. В саратовских областях, то есть свои татары живут, то есть свои традиции. Что-то, конечно, мы знаем, что-то не знаем. Вот. Ну, расскажу про свои ульяновские. Вот. И именно ульяновские, кстати, мы два вида татаров, это ульяновские, у нас кулакинские это другие. То есть и у нас как бы традиции тоже другие. Вот. Безнең кулаткада менә ничек әйттем мин бар кыз урлау. Менә җегетләр җыела үз машиналарында кызның ызбасына киләләр. Кызлар безне инде танда җырлаталар, биетәләр безне. Теге акчада сырылар, нидә сырылар. Но, как всегда, как не в доброй сказке, всегда мы вырываемся. То есть без выкупа, без ничего. Мишеры всегда алга. Поддерживаю. Ну, я знаю пару татарских традиций. Например, это как бабитует, это когда ребенок рождается. Отец ребенка собирает всех родственников и угощает их с всякими вкусняшками, потом еще казы-мясо, во, правильно. Ну, это когда, например, раньше в деревнях осенью гусей зарезали, и все как бы общины собирались щипать этих гусей. И после этого как бы хозяйка, чтобы, ну, я так думаю, ну, благодарила и собирала вот это, все, кто помогал им этих гусей щипать, вот, благодарила и угощала. Еще это итуя, это когда новоселье, то есть по-русски переводится, да, когда новый дом возводился из сруба, потом также собирали все, кто помогал, и угощали их. Какие традиции? Ну, меджлисы проводим дома с семьей, свадебные традиции в основном чтим, ну и сабантуи, конечно же. Сейчас, по крайней мере, даже этот бабитуи проводят, но она по-другому называется, акейка, то есть на мусульманский лад. Отец после рождения ребенка барана, там, если сын рождается, 2 баранов, если дочь рождается, 1 барана режет и собирает, ну, накрывает на стол и собирает родственников, друзей. Вспоминается, как в детстве бабушка пекла костыбы, они были такие вкусные. Может быть, здесь тоже будут такие вкусные костыбы? Конечно. Я уверен, да, в этом. Я не сомневаюсь. В штабе татар всегда вкусно, поэтому приходите сюда. Может быть, гитарные вечера проводим, различные танцы. Поете татарские песни? Да, и песни татарские поем, конечно, под гитару. Вот такие у нас современные традиции. Привет, меня зовут Рушан, мне 32 года, я из Нижегородской области, деревня Анда или Актукова. Ну, 2 деревни, мамина и папина. Я занимаюсь разработкой приложений. Мы сейчас, кстати, сделали приложение про татар. Его можно скачать. Небольшую рекламку можно? Хорошо. Можно скачать в App Store или в Play Market. Деревни у нас традиции были с детства, помню. Мы всегда шли играть в футбол, все деревни. И после футбола мы всегда шли обратно и пели песни. То есть такие прям бодрящие. Расскажу про одну традицию, которая проводилась раньше перед никахом. Называется кияу пельмени. Это когда невеста готовила маленькие пельмени, и все смотрели на ее размер. Каждая пельмешка должна была пройти через обручальное кольцо. Сейчас, конечно, этого нет, но было бы славно вернуть эту традицию. Ну, бебятяй. Это же тоже традиция, правильно? Собирается кунак, будущая невеста наливает моей маме чай и фартук надевает.
Как знакомились пары, когда не было еще дискотек, вот в древности, татарские пары? Как знакомились, как находили себе жен, мужей? Ну, во-первых, это родители, конечно же, сватья, там, зяти, снохи, свекрови. Как, по-твоему, раньше знакомились вот парни с девушками? Вот, через родителей или как-то? Раньше же не было штаба татар, например. Бывало по договоренности, то есть заранее отец сына посылал, например, сватов, или потом еще через вечеринки татарские, Аллахуи назывался тоже, собирались молодежь, устраивали. Раньше телевизоров же, таких социальных сетей не было, вечера длинные были у людей, и поэтому вот. У меня еще отец играл в группе Гюльшаян. То есть мы вообще сами семья музыкантов. Вот, да. И вот как раз наследство тоже мне передалось. Чуть-чуть пою, может, услышите. Знаете, в чем прям вишенка на торте? То есть была живая музыка. То есть все было живое, и было, настроение было по-другому. Не сейчас, как заходишь, там музыка, там басы играют, а вот была какая-то особенная культура в этом. Также парни там по нашему сленгу молодежному подкатывали, говорят, но также раньше не так говорили. Там цветочек также подарят, да? Также какие-то определенные, как сказать... Шаги делали. Шаги, да, делали шаги, да. Родители раньше влияли сильнее, наверное, чем сейчас. Да. Раньше вообще... знаете, у меня даже мечта, если создадут машину времени, я бы посмотрел бы как раз те сладкие моменты, как говорят родители. Они же не говорят то, что там было плохо, было это. Они говорят, было очень хорошо. И как раз даже речь была другая. Она была, знаете, такая культурная и более, как сказать, литературная. Вот, как даже обращались друг к другу, как в фильмах. Товарищ гражданин, как-то так вот, прям классно. Классно, спасибо тебе большое. Бигз рахмет, хайырлы кишләр үзегезгә, исәнлек, саулыкта торыгыз, байлыкта яшәгез. Бигз рахмет. А ты как сейчас знакомишься с девушками? На улице, через социальные сети. Ищешь именно татарку? Да, предпочтительно. Классно вообще, обязательно найдешь свою. Все, спасибо.